4 утра, ровно в час, когда 26 лет тому назад спецназ и войска советской армии приступили к кровавому разгону мирной демонстрации в Тбилиси, пришли сегодня к месту трагедии политики, представители власти, рядовые тбилисцы и гости столицы. Траурные венки, красные тюльпаны и свечи у мемориала жертвам, а также тяжелые воспоминания о той ночи, полной ужаса и отчаяния. Тогда в результате применения военными саперных лопаток и слезоточивого газа погиб 21 человек. Агония Советской империи началась именно здесь, в Тбилиси. Это трагический день, но одновременно и символ борьбы за независимость и свободу нашей страны. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Трагедию столицы Грузии тогда центральные газеты и телевидение пытались выдать за восстановление конституционного порядка силами МВД, а митингующих за кучку агрессивной молодежи, бесчинствовавшей под воздействием спиртного и наркотиков. Но времена были уже не те. И видеозапись о зверствах военных в ту ночь в центре Тбилиси облетела весь мир. Официальная версия событий, озвученная генералом Родионовым, отдававшим в ту ночь приказы, вызывало только еще большее раздражение в Грузии. Стало ясно, что бывшая Советская Республика становится неподконтрольной Москве. Буквально через 2 года, в этот день, 9 апреля 1991 года, Грузия обретет свою независимость. Пролитая здесь невинная кровь патриотов воплотилась в акте независимости Грузии. Естественно, мы всегда будем чтить память людей, которые на этом месте защищали нашу будущую государственность. Память о тех событиях остается для грузин ярчайшим напоминанием о деспотизме советского строя. Траурные мероприятия прошли сегодня и в других городах страны. Зураб Двали, Гога Чкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время».